быть на голову сильнее своего соперника. Бувайсар Сайтиев из Красноярска это преимущество являл практически в каждой встрече. И даже в финальной с олимпийским чемпионом Барселоны корейцем Ян Цун Пак. Откуда это все у 21-летнего парня, чеченца по национальности, проведшего детство и отрочество в Дагестане и перебравшегося в юности в Сибирь? Сложен совершенно не по-борцовски, ни на кого не похож, ни действиями, ни внешними данными. Бувайсар Сайтиев родился 11 марта 1975 года в городе Хасавюрт. Рост 1,83 м, весовая категория 74 килограмма. 1994 года живет и тренируется в Красноярске. Первые тренера – Ирбайхановы, Гашимов. В Красноярске тренировался под руководством Миндиашвили. Трехкратный чемпион Олимпийских игр. 1996 – Атланта, США, 2004 – Афины, Греция, 2008 – Пекин, Китай. 9-е место на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, Австралия, шестикратный чемпион мира. 1995 – Атланта, США, 1997 год – Красноярск, Россия, 1998 – Тегеран, Иран, 2001 – София, Болгария, 2003 – Нью-Йорк, США, 2005 – Будапешт, Венгрия. Шестикратный чемпион Европы. 1996 год – Будапешт, Венгрия, 1997 – Варшава, Польша, 1998 – Братислава, Словакия, 2000 – Будапешт, Венгрия, 2001 – Будапешт, Венгрия, 2006 – Москва, Россия. Чемпион игр доброй воли. 1998 года в Нью-Йорке, США. Чемпион всемирных армейских игр. 1999 года в Загребе, Хорватия. Чемпион мира 1995 года среди юниоров в Тегеране, Иран. Чемпион Европы 1993 года среди юношей в Гетцесе, Австрия. Второе место в первенстве Европы 1994 года среди юниоров в городе Куртане, Финляндия. Третье место в Кубке мира 1994 в городе Эдмонтоне, Канада. Восьмое место на чемпионате мира 2006 года в Гуанчжоу, Китай. Многократный чемпион России. Шестикратный победитель международных турниров серии Гран-при Иван Ярыгин. Неоднократный обладатель титула «Лучший борец планеты» 96-го, 97-го, 98-го, 2003-го, 2005 годов. Награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени, орденом Дружбы, медалью за развитие Чеченской Республики, почетным знаком за заслуги в развитии физической культуры и спорта, знаком отличия за заслуги перед Красноярском, обладатель национальной спортивной премии «Слава» в номинации «За волю к победе», лауреат премии «Стрелец», спортивная слава России в номинации «Преодоление». Член Совета по физической культуре и спорту при президенте Российской Федерации, выпускник Государственного университета управления, бизнеса и права. Выиграв Олимпийские игры 1996 года в американском городе Атланта, борец вольного стиля Бувайсар Сайтиев стал первым в истории чеченцев спортсменом, завоевавшим золотую олимпийскую медаль. Спустя 4 года в Олимпийском Сиднее его постигла досадная неудача. Проигрыш в первой схватке с американцем Брэндоном Слеем не позволил ему бороться за медали. Еще через 4 года в Афинах 2004 Бувайсар второй раз становится олимпийским чемпионом. Олимпийские игры 2008 в Пекине. Бувайсар Сайтиев совершает невозможное. Он в 3-й раз стал олимпийским чемпионом. Сайтиевы рано повзрослели. Когда на машине разбился их отец, Бувайсару было всего 13, а Адаму 11 лет. Кроме них у матери на руках было еще 4 детей, 2 брата и 2 сестры. В 17 лет, сразу после выпускных экзаменов в школе, Бувайсар Сайтиев уехал из родного Хасавюрта в далекий сибирский Красноярск. Красноярская школа вольной борьбы считается одной из лучших в России. Там тренировались многие чеченские борцы. 2 года спустя покинул отчий дом и Адам и переехал в Красноярск вслед за братом. Вспоминая первую встречу с Сайтиевым-младшим, его нынешний тренер Виктор Алексеев говорит, что тот был очень маленьким и весил всего 56 килограмм. Зато потом начал расти как на дрожжах, каждый год прибавляя по 10 килограмм. В итоге Адам Сайтиев установил уникальный рекорд, трижды выиграв чемпионаты России и каждый раз в другой весовой категории – 69, 76 и 85 килограмм. Спортивная карьера старшего Сайтиева складывалась в той весовой категории, вес до 76 килограмм, которая была едва ли не самой проблемной для наших борцов вольного стиля. До Бувайсара Сайтиева на Олимпийских играх в этой весовой категории советские и российские борцы не побеждали ни разу.
1995 году Бувайсар Сайтиев уверенно выиграл молодежное мировое первенство, после чего ему доверили место в сборной России и на взрослом чемпионате. В первой же схватке он одержал верх над основным конкурентом в борьбе за золото – кубинцем Родригесом со счетом 10-0. Однако при этом травмировал колено. Бороться приходилось на уколах, но в финал он попал. Перед решающим поединком с чемпионом мира немцем Лейфельдом врач должен был сделать Бувайсару очередной обезболивающий укол. Но вместо сустава игла попала в кость. От болевого шока Сайтиев потерял сознание. В себя пришел лишь за 5 минут до начала схватки. Тем не менее, он победил. И вопросов, кого посылать на Олимпийские игры в Атланте, у тренеров сборной России больше не возникало. А на Олимпиаде упорной борьбы не получилось. Бувайсар Сайтиев оказался сильнее всех соперников, что его, как ни странно, огорчило. «Я был готов к тяжелейшим испытаниям, а победа досталась, на удивление, легко», – вспоминает он. Кстати, до Бувайсара Сайтиева еще никто из борцов-вольников не выигрывал Олимпийские игры в 21 год. Младший Сайтиев дебютировал на мировом первенстве в 1999 году. И сразу же, как и брат, стал чемпионом. Причем в том же весе до 76 килограмм. На Олимпиаде 2000 года в Сиднее Адам Сайтиев на пути к финалу в 4 встречах не проиграл соперника ни одного балла. А в поединке за золото с кубинцем Ромеро положил соперника на лопатки. Единственный из всех участников финалов. Братья Сайтиевы убежденно и сознательно выступают на спортивных аренах мира под российским флагом. Не секрет, им не раз предлагали немалое вознаграждение, чтобы они поменяли гражданство. Сайтиевы неизменно отвечают отказом. «Мне нравится моя жизнь, и менять я ничего не собираюсь», говорит Бувайсар Сайтиев.